городе Вилюйске строится вторая очередь больничного комплекса в рамках национального проекта здравоохранения. Общий план двух корпусов нового больничного комплекса имеет сложную конфигурацию разной этажности. Первый и второй корпус комплекса будут связаны между собой галереями и переходом. В первом корпусе больницы, который был введен в 2023 году, уже работает хирургическое отделение с оперблоком на 1200 квадратных метров, приемное отделение, рентген-диагностический кабинет, клинико-диагностические лаборатории, стерилизационное отделение, пищеблок, прачечная, палаты, кабинеты врачей и подсобные помещения. Главный врач Вилюйской центральной районной больницы Егор Григорьев сообщил, что с вводом первой очереди больничного комплекса спектр оказания медицинских услуг населению Улуса значительно расширился. Сейчас уже нынче идет строительство полным ходом, строится уже построили первый этаж, это возводится будет нынче по контракту короб здания. Но здание представлено 4000 квадратных метров. И туда войдут следующее отделение. Это, во-первых, это терапевтическое отделение, первично-сосудистое отделение. Ну, они, вот, вкратце расскажу, что данное отделение у нас сейчас приспособлено в деревянном здании расположено. И сейчас, значит, с вводом данного больничного комплекса мы уже будем иметь, так скажем, полный цикл реабилитации, плюс еще полный цикл лечения данных пациентов. Кроме в первично-сосудистое отделение, туда входит еще и реабилитационное отделение. Это новое структурное подразделение в Великой Церкви будет расположено именно рядом с первично-сосудистым отделением. И у нас будет уникальный полный цикл реабилитации данных пациентов, которые поступают именно с сосудистыми катастрофами. Как вы знаете, тоже мы на месте не стоим, и диагностика каждым годом растет. И среди диагностического аппарата самый большой и самый хороший аппарат это будет МРТ-аппарат. МРТ-аппарат в Вилюйской группе районов, к сожалению, у нас в нынешнем варианте находится только в городе Якутске и в городе Мирном. Но в связи с вводом в 2025 году больничного комплекса, и там будет уникальная возможность нам, получается, взять и вот МРТ-диагностику тоже внедрить. Это связано с новыми методами обследования. Это в качестве онкоскрининга мы будем тоже использовать данную аппаратуру и будем делать, так скажем, вот которые возможно при диагностике опухолевых и других образований. Также мы планируем в 2025 году ввести туда детское отделение. Детское отделение оно представлено 15 коек, но в связи с тем, что получается оно находится в приспособленном здании, мы уже здесь в проекте в самом запланировали и туда же внедрили, так скажем, специализированные койки. Это питовские койки еще там будут при детском отделении. И будут специализированные палаты для лечения, так скажем, обслуживания и лечения данных маленьких пациентов. Это нашего Вилюйского района. Детское отделение Вилюйской больницы работает в этом здании с 2000 года. На сегодняшний день отделение работает на 15 коек, работников всего 13, это один врач, 6 медсестер и 6 младшего медперсонала. Коллектив очень дружный, работоспособный. В конце 2025 года мы ждем переезд на новый корпус больничного комплекса. И очень рады и довольны, и все с нетерпением ждем. С вводом в эксплуатацию нового больничного комплекса врачи Вилюйской больницы начали проводить сложные виды операций, одним из которых стало эндопротезирование суставов. Также особое внимание уделяется эндоскопической диагностике. На сегодняшний день заболевание желудочно-кишечного тракта во всем мире занимает одну из лидирующих позиций. С вводом второго корпуса больницы планируется открытие современного диагностического кабинета заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме диагностики, тоже мы планируем еще дополнительную диагностику усилить эндоскопическими аппаратами и плюс еще усилить аппаратами ОЗД. Дополнительно будет увеличено и будут докуплены специализированные оборудования. Это профессиональные УЗИ-аппараты будут куплены, эндоскопическая стойка будет, видеоэндоскопическая стойка будет куплена. И вот это в купе будет больничный центр, ну как мини-центр
республики будет. Ну, в своем микрорайоне будем работать не только в нашем районе, но и будем обслуживать ближайшие населенные пункты. Ну, смею сказать, что при вводе первой больничной очереди мы уже внедрили такие операции, как называемые эндопротезы тазобедренного сустава. Уже нынче ставим на поток, уже с декабря месяца уже ввели данную операцию, да, в декабре месяце мы произвели 4 эндопротезирования аппарата, и вот сейчас нынче, вот на данный момент, 8, 8 так скажем, эндоскопических э, операций на тазобедренном суставе мы сделали. Весной этого года строительная компания King-95 начала строительство второй очереди больничного комплекса. Строительство объекта на сегодняшний день идет полным ходом, без отставания от графика. Представители компании сообщили, что объект будет завершен и введен в эксплуатацию в срок. Мы начали строительство в конце апреля. Сейчас в данный момент находимся на втором этаже. Заливаем на днях буквально, заливаем пол перекрытия второго этажа. Планируем в этом году закончить полностью каркас дома, монолит, кладку, крышу, окна поставим и некоторые внутренние отделочные работы тоже успеем в этом году. Полностью закончим дом, как положено, в ноябре следующего года. Все идет нормально, вроде никаких задержек нету. Сколько То есть человек? 28 человек у нас работает. Все мастера, все знают свое дело, все нормально работают, все. Техника, да, техники то, что есть, то, что надо, есть у нас. Ничего не хватает. Если чего-то как-то вот миксеров не будет хватать, привозят текуска, заливаем бетон. Ни в чем не нуждаемся, все есть. Все материалы, все техники есть, все оборудование есть. Во время открытия первой очереди больничного комплекса глава Якутии Арсений Николаев подчеркнул, что больница в Вилюйске будет отличаться от остальных тем, что в ней будет открыт медицинский реабилитационный центр для больных с острым нарушением кровообращения. В Вилюйской больнице в 2021 году открылось первично-сосудистое отделение, в котором за 2023 год прошли курс лечения 103 больных с неврологическими патологиями, такими как инсульт и ишемические болезни сердца. Мы работаем по приказу Минздрава оказания медицинской помощи с острым нарушением мозгового кровообращения. Так, у нас поступают больные экстренные службы, называется. Круглосуточная экстренная служба. Мы оказываем медицинскую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения. В новом комплексе у нас будет отделение, первично-сосудистое отделение. Так, там будет планируется 20 коек. Это 10 коек неврологических, 10 коек кардиологических. И мы, конечно, у нас будет МРТ головного мозга. Это весь Вилюйский группа районов. Это впервые у нас будет Вилюйский ЦРБ. Поэтому мы очень рады, что у нас будет МРТ головного мозга. В последнее время у нас участвовали случаи, трудоспособный возраст, это у нас увеличилось с заболеваниями с острым нарушением мозгового кровообращения и инфаркт сердца. Это связано экологическим, может быть, фактором, а также это артериальная гипертензия, сахарный диабет и патологии сердца. Это уже финал у них будет, это такие нарушения, острые нарушения мозга или сердца. Так, в 2023 году у нас лечились 103 человека. Это с патологией, неврологические патологии ЛД. Там входят острые нарушения мозгового кровообращения и транзиторные ишемические атаки. С инфарктом мозга тоже у нас прошли лечение приблизительно 32 человека в год. Еще одним из важных событий для Вилюйской группы улусов будет открытие нового МРТ-кабинета в отделении лучевой диагностики. Новый МРТ позволит врачам диагностировать более подробно и оперативно различные заболевания, начиная от легких повреждений связок до серьезных аневризм и опухолей. У нас в отделении лучевой диагностики работает 15 работников. Из них 3 врачей-рентгенологов, 6 рентген-лаборантов.
3 врача УЗИ диагностики и 3 медсестры УЗД. У нас в Вилюйском районе у нас 14 рентгеноборудований действующих и 7 УЗИ-аппаратов. В 2020 году у нас установили КТ-аппарат. С приобретением КТ у нас начали диагностировать вот такие заболевания, как инсульты, повысилась диагностика онкологических заболеваний и заболеваний легких, органов брюшной полости и органов малого таза. В целом, завершение строительства второй очереди больничного комплекса в городе Вилюйске будет значимым событием для всего Вилюйского макрорегиона. Он сделает медицинскую помощь более доступной, качественной и современной, что, безусловно, будет способствовать улучшению здоровья и благополучия жителей.